Многие ребята очень прибавили в этом. Даярдыкта колдон келишинче аракет кылып атабыз, буюрса уят кылганга аракет кылабыз. Когда увидел вообще, какие страны будут там участвовать, это было просто, я обалдел. Наш чемпионат с каждым годом растет, уровень нашего чемпионата. 22 бразилец ойноп тур бул чемпионатта. Мынчалык чемпионатта Өзбекстанда мындай болгон жокпу деп У ойлойм. нас сразу уровень других команд сразу поднялся. В эти дни национальная сборная Кыргызской республики по футзалу завершает учебно-тренировочные сборы для подготовки к первому турниру КАФА Футзал Кап 2023. В стан сборной главный тренер команды Марат Дуванаев пригласил 20 игроков, и сейчас национальная сборная проводит тренировки на базе одного из столичных клубов. Наша съемочная группа отправилась туда для того, чтобы подробно расспросить о подготовке команды к предстоящему турниру. Мы начали тренировочный процесс с 9 числа, с 9 июля. Тренировки проходят в двухразовом режиме. И у нас в основном здесь мы работаем над технико-тактическими действиями. Только этого касаемся пока. Биринчиден машыгуу жакшы өтүп атат. Во-первых, тренировка у нас хорошо проходит. Новые игроки в основном молодые. Готовимся как можем и стараемся сделать все, чтобы не подвести наших болельщиков. Первое, что бросилось в глаза нашей съемочной группе, на сборах национальной сборной много молодежи. Действительно, главный тренер сборной Марат Дуванаев, назначенный осенью прошлого года, пригласил на сборы молодых футболистов. И это очередной шаг в сторону постепенного омоложения команды, о котором тренер заявлял сразу же после своего назначения. Всегда работал с молодыми ребятами и буду продолжать вести эту политику по омоложению состава. Конечно, вызываться в сборную будут те, кто действительно готовы физически, морально и желают выступать за свою страну. Процесс омоложения во всех видах спорта непростой процесс. Он протекает довольно чувствительно, сказывается на игре и, следовательно, на результате. С учетом того, что некоторые опытные футболисты не смогли принять участие в этих учебно-тренировочных сборах, звучит критика в адрес тренерского штаба, которому на сегодня важно посмотреть на молодежь. На этот УТС мы вызывали много игроков. Некоторые игроки не смогли приехать. Кто-то по личным причинам, у кого-то травмы. Кого-то мы просто не вызвали именно на этот сбор, под этот турнир. И я понимаю критику тоже, кто-то хочет кого-то увидеть. Просто я говорю, причины были. А так, сейчас у нас не оптимальный состав, потому что у нас много молодых игроков, с молодежной сборной много игроков. Более опытные игроки также высказываются положительно о том, как молодая поросль игроков уже на подходе к главной команде страны. Пока готовимся к предстоящему турниру. Если молодые игроки покажут себя хорошо, тренеры это заметят. В зависимости от того, как проявят себя, тренеры выберут из них самых лучших. Есть прогресс. Все играют в Суперлиге, никто никого не боится, они уверены в себе. То есть у них уровень хороший. В нашей сборной у нас сколько? 4-5 игроков молодых. Некоторые даже только недавно попали. Это их первый случай, когда они попали в сборную национальную, в основу. Чувствуют довольно хорошо. Они сразу же влились в команду. Очень даже неплохо получается. Даже несколько игроков будут с основой играть. Сразу с первого тайма выйдут. И да, мы им даем в отеле поддержку, все дела. То есть подбадриваем постоянно и на тренировках, и даже вне тренировки, вне зала. В тренерский штаб Дуванаева входят известные специалисты Вадим Кондратков и Николай Шамонин, которые большую часть своей жизни посвятили кыргызскому футзалу и прошли практически все этапы тренерского дела. Если говорить о фигуре самого наставника сборной, Марата Дуванаева, его отечественные любители и ценители футзала прекрасно знают. Давайте освежим память.
Дуванаев, мастер спорта международного класса, в составе нашей сборной становился бронзовым призером чемпионата Азии 2005 года. Это, кстати, самый выдающийся результат в нашей истории. Затем дважды он останавливался в шаге от бронзовых медалей. Он многократный чемпион страны, в свое время успешно выступал за рубежом в России, Польше, Китае. И, конечно же, он пользуется беспрекословным авторитетом среди игроков. С 2017 года Дуванаев работал ассистентом главного тренера сборной. Отметим, за неделю до старта учебно-тренировочных сборов был проведен любопытный эксперимент. Был организован тренировочный лагерь с участием сборных различных возрастов. В нем приняли участие как опытные футболисты, так и молодые. Там в основном мы работали над индивидуальными качествами игроков. И многие ребята очень прибавили в этом. И сейчас как бы на этом УТС мы сейчас смотрим, за ними следим. Молодцы, они тоже уверенно себя чувствуют, тренируются со всеми на равных. Был акцент, то есть на индивидуальное, да, мастерство, чтобы игроки научились брать игру на себя в первую очередь и обводили, играли один в один, то есть были какие-то качества. Вот. Прошло очень даже, сказал бы, плодотворно, очень даже хорошо. И взяли какие-то для себя, усвоили какие-то уроки. Отметим, в этом году Центральноазиатская ассоциация футбола решила провести свой собственный турнир. Наша футбольная сборная уже приняла участие в этом турнире и, как вы знаете, заняла 4-е место. В первом матче турнира кыргызстанцы одержали победу над сборной Афганистана со счетом 1-0. Затем, правда, афганской сборной было засчитано техническое поражение после демарша ее тренера. Но давайте пропустим этот эпизод. Дальше команда Штефана Тарковича сыграла с очень сильной командой Ирана и, к сожалению, проиграла с крупным счетом. Но этого хватило для того, чтобы наша команда вышла в следующий этап, где встретилась с Оманом. Матч в Ташкенте закончился с минимальным счетом 0-1 не в нашу пользу, и кыргызстанцы в первом розыгрыше CAF Nations Cup стали четвертыми. Теперь очередь за футзалом. В отличие от футбольного турнира, футзальный турнир будет проходить по другому формату. Будет только одна группа, где 6 команд будут биться по круговой системе, каждый с каждым. Наставник сборной отметил, что пока команда готовится к первой игре с Афганистаном, но в принципе всех других участников игроки и штаб хорошо знают. Потихоньку изучаем, там многие команды мы там на месте посмотрим. Первая игра у нас с Афганистаном, и как бы мы больше внимания уделяем подготовке к матчу с Афганистаном. И все команды уже хорошо знаем. И именно вот эти сборные все, которые сейчас на КАФа, за последние годы они очень сильно прибавили. Все команды к этому турниру придут с хорошей мотивацией, потому что после КАФа начнется отборочный турнир. Думаю, все уже начали подготовку к ним. Все наши молодые игроки прогрессируют, и нам тоже будет хорошо. К отборочным играм, я думаю, будем готовы намного лучше. Вначале будут товарищеские матчи вместе с новичками. Посмотрят, и 4 игроков, увы, не попадут в состав. Когда увидел вообще, какие страны будут там участвовать, это было просто... я обалдел, то есть Иран, да, тот же Узбекистан. Хорошие соперники, но думаю, мы поборемся за призовые места, это точно. Как мы ранее отмечали, во время УТС сборная проведет 2 игры. Одна из них с молодежной сборной под руководством Табалдиева, подопечные которого также принимали участие в тренировочном лагере. Хотя, как отметил Дуванаев, в команде поступали и другие предложения. Например, о проведении матчей за рубежом, но сборная вынуждена была отказаться от этой идеи. Были варианты там выехать куда-то. Например, сборная Узбекистана нас сейчас звали 15-17. Ну, как бы нам эти игры пока не нужны, потому что мы сейчас дальше на КАФа мы встретимся с ними там. Поэтому мы решили здесь сыграть там со сборной клубов или вот молодежная сборная будет играть. Мы планируем 2 игры товарищеские провести. Азыр ошо биринчи товарищеский матчыбыз болот, бияка ошо жаңы топтогон балдар менен ошол көрүшөт. Маяктан да азыр 4 бала тияка түшпөй калат составка. Ошактан билинет болуш керек деп ойлойм мен оюмча.
Как и во всех игровых видах спорта, главным поставщиком игроков в сборную выступает национальный чемпионат Суперлига Кыргызстана. По признанию многих специалистов и большинства игроков футзальных клубов, завершившийся чемпионат 2022-2023 года был самым сильным по составу. Ведь только бразильцев за кыргызские клубы было заявлено порядка 20 человек, не считая легионеров из стран евразийского сообщества. Два финалиста последнего розыгрыша, столичный клуб Дастан и карасуйские три семерки Агростайл, имели в своем составе по полной обойме бразильских легионеров. Напомним, финальная серия этих команд шла до 3 побед, и в этом противостоянии сильнее оказались бишкекчане, обыгравшие соперника с общим счетом 3-1. Направо. Забивать надо. Луценко. Спыра! Мимо. 4 секунды 2 Абдрашидов. Высоко. Да, чтоб секунды шли. Ну и все. Все. Дорогие друзья, Дастан стал чемпионом. 5-4 в этом матче. 3-1 в финальной серии. Ну что ж, поздравляю от всей души футболистов, тренеров, болельщиков, руководителей, зрителей, всех, кто переживал за эту команду. Со званием чемпиона Дастан становится чемпионом БК Олимп Суперлиги. Наш чемпионат с каждым годом растет, уровень нашего чемпионата. Каждый год приезжают легионеры, в этом году вообще очень много их было. Это очень полезно тоже для нашего чемпионата. Видя, как играют легионеры, даже как они тренируются там в команде, да, там, с нашими игроками. Это они смотрят, учатся у них чему-то. Приехало очень много легионеров из Бразилии, да. Это только было хорошо, так как у нас сразу уровень других команд сразу поднялся. И мы поняли, какой мировой уровень вообще в футзале есть. Раньше не было такого уровня. 22 бразильца играли в этом году в чемпионате. Мне кажется, даже в Узбекистане не было такого. То, что приехали бразильцы, это всем хорошо. И молодым игрокам, и нам, и тренерам. Вообще это всем хорошо, особенно болельщикам кыргызского футзала. Чемпионат был очень интересным. Даже в полуфинал попасть было очень трудно. Турнир КАФА Футзал Кап 2023 стартует уже 23 июля в Душанбе, и как раз наша сборная откроет его, сыграв с Афганистаном. Матч, напомним, начнется в час дня по бишкекскому времени. Кроме этого, кыргызстанцы сыграют с лидерами азиатского футзала, призерами последнего чемпионата Азии, Узбекистаном и Ираном, а также с Таджикистаном и Туркменистаном. Этот турнир очень важен и в другом ключе. Совсем скоро, осенью этого года, стартуют отборочные игры на чемпионат Азии по футзалу. Напомню, в прошлом году, увы, наша сборная пропустила этот турнир впервые в своей истории. Тренера дают установку как бы на турнир КАФа, но это однозначно будет и как бы подготовка к отборочному туру. КАФа это КАФа, а отборочные там уже другие задачи. Там более высокие задачи, нам надо будет выйти и решить свою задачу, там, чтобы мы вышли на чемпионат Азии. А на КАФа мы хотим, как я до этого говорил, посмотреть сейчас новых игроков. Вообще смогут ли они вот этот уровень принять. И если они прибавят в этом, будет хорошо в целом для нашей страны, для сборной, что будет какая-то конкуренция. Нам же остается пожелать удачи нашей команде и сказать ей «Верим! Алга, Кыргызстан!»